Добрый вечер, уважаемые зрители и подписчики. Меня зовут Алексей Гаврил Юрьевич, заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия. Сегодня я хотел бы ознакомить вас с реализацией программы поддержки местных инициатив в Республике Саха-Якутия. Программа у нас в республике уже реализуется с 2017 года, это уже шестой год. И коротко хотел бы остановиться на особенностях реализации этой программы в 2022 году. В 2022 году, как все вы прекрасно знаете, жители республики Саха-Якутия, программа у нас по ПМИ реализуется как один из четырех проектов, входящий в единый республиканский проект «Родные города и села». Это наряду с программой, с проектом «Комплексное развитие сельских территорий». Потом, как уже мы отметили, это программа поддержки местных инициатив. И, соответственно, у нас общереспубликанское движение добрых дел, а также это у нас формирование комфортной городской среды. Итого получается 4 направления, 4 проекта, которые реализуются в рамках реализации единого республиканского проекта. И особенности, то, что хотел сказать, в этом 2022 году всего было подано порядка 459 заявок, приняло участие 367 муниципальных образований, которые подали свои заявки. Но практически, если считать из общего количества муниципалитетов Республики Саха-Якутия, это 445 муниципалитетов, получается, приняло участие почти 80% всех муниципальных образований республики. Ну и здесь, как мы уже прекрасно знаем, у нас работают 3 окна. Это первое окно для муниципальных районов, городских и сельских поселений численностью населения, за исключением городских, до 10 тысяч человек. Второе окно – это конкретно именно для городских поселений, численность населения свыше 10 тысяч человек. Ну и третье окно, оно отдельно изолированное, это предназначено для муниципальных образований, входящих в состав Арктической зоны Республики Саха-Якутия. Итого получается у нас 3 окна. Ну и, соответственно, сумма субсидий, которая у нас общий объем финансирования составляет ежегодно порядка 500 миллионов рублей, точнее точно 500 миллионов рублей, так она распределяется в соотношении. Соответственно, у нас 350 миллионов рублей идет по первому окну, 50 миллионов рублей это для второго окна, ну и 100 миллионов рублей это конкретно именно по третьему окну, это для муниципальных образований, входящих в состав Арктической зоны. Но здесь хотел бы отметить, что в 2022 году заявки, которые подавали муниципальные образования республики в декабре 2021 года, это было действительно очень много. Борьба была действительно очень конкурентной. Достаточно сказать, что по первому окну было подано 339 заявок, а проходной балл 75,2 балла набрали только 235 муниципалитетов. Это практически 69%. Ну и то, что касается участия по второму окну, там было подано 44 заявки, прошло 29 заявок. То есть 15 заявок не прошло. Ну и, соответственно, по третьему окну было подано всего 76 заявок муниципальных образований. И, соответственно, прошло 68. Ну и поэтому хотел бы сказать, что в общей сложности у нас прошло 327. Это практически получается количество победивших заявок 72,3%. Ну и, конечно, если так сравнить типологию, то, что те заявки, которые предоставляют муниципальное образование, начиная с 2021 года у нас по просьбе и муниципальных образований было включено все-таки приобретение специализированной техники. Ситуация прошлого года, когда у нас обострилась ситуация с лесными пожарами на территории республики, она именно показала значение наличия специализированной техники в муниципалитетах. И в этом году было очень много заявок на приобретение специализированной техники. Это в первую очередь касается гусеничных тракторов ДТ-75, Шантуй, тракторов МТЗ-82, оснащенных пожарным плугом. Ну и дополнительно, помимо этого, муниципалитеты подавали заявку на приобретение водовозной техники. Но просто хотел бы отметить, что в 2022 году у нас только по первому окну поступило заявок на приобретение спецтехники. Это те, которые прошли, порядка 26 заявок. Это на приобретение тракторов с плугами. Ну и порядка 5 заявок это на приобретение водовозной техники. И вот типологию, если сравнить, то в 2022 году у нас типология, она практически не сильно изменилась. Все-таки на первом месте у нас стоят вопросы благоустройства. Это порядка 19%. На втором месте это ремонт и строительство дорог, порядка 13%. Ну и на третьем месте у нас это водоснабжение, порядка 12%. Ну и дальше у нас идет по нисходящей, это пожарная безопасность, решение вопроса пожарной безопасности и далее строительство детских площадок. Итого получается, если у нас так сравнить, я бы хотел отметить такие положительные примеры, что
главы муниципальных образований, активы поселений научились все-таки строить планомерную работу. И заявки, которые они подают, это они планомерно. Ну, достаточно сказать, что даже такой город Верхоянск, они подавали заявку в течение 3 лет, и свои планы, конкретно посредством локального водопровода в городе Верхоянск, они разбили на 3 года. Первый этап, это получается у нас 2020 год, второй этап 2021 год, но и реализация третьего этапа у них уже выпадает на 2022 год. Это то, что касается именно конкретно по участию. Поэтому ни один муниципалитет у нас не остается в стороне. Здесь бы просто хотел отметить то, что те специалисты, которые постоянно принимают участие, это и специалисты администрации муниципальных образований, старосты, представители территориальных общественных самоуправлений, ну и актив депутаты, они принимают самое активное участие. Здесь уже поступают вопросы прямо на наш эфир. Здесь Якутск тоже участвует в программе. Да, город Якутск тоже принимает участие. Заявки города Якутска, они подаются по второму окну. Следующий вопрос, это в этом году мы не успели подать заявку. Следующий конкурс когда состоится? Ну, следующий конкурс это уже будет по итогам этого года, в конце 2022 года. И это будет заявка на участие в программе ППМИ на 2023 год. Так, Света Черкашина. Здесь. На продолжение финансирования только один раз можно участвовать. Но я здесь уже отметил, что у нас вопросы, которые поступают, и программы, соответственно, которые разбивают муниципалитеты, они многоэтапные. Как уже отметил, это тоже Верхоянск, который разбил на 3 года. Расскажите, пожалуйста, как определяют победителей конкурсного конкурса. Наш проект не прошел в прошлом году. Ну, это у нас здесь целая конкурсная комиссия, заседание комиссии. У нас заявки принимаются ежегодно до 29 декабря текущего года. А заседание конкурсной комиссии, оно, соответственно, проводится в конце февраля, точнее, в первой половине февраля текущего года. И заявки уже были рассмотрены. Объяснить, кто сможет подавать заявки на конкурс, предприниматели и общественники, и какой самый весомый фактор в победе конкурса. Ну, наверное, начну с конца, наверное. Самый весомый фактор в победе конкурса – это активное участие населения. Чем больше человек примет участие в обсуждении проекта и потом в самом обсуждении проекта и самой подаче заявки, тем будет лучше. Ну и, соответственно, здесь не только могут принимать муниципальные образования, но и также то, что вы говорите, отметили общественники, это у нас получается тот же самый актив. Либо это территориальное общественное самоуправление, либо право. Так, добрый вечер. Сейчас ПМИ входит в общий проект «Родные города и села». Да, совершенно точно. В инициативную группу кто может ходить? Ну, как я уже отметил, это любой человек с активной жизненной позицией, будь то общественник, депутат наследного, поселкового совета или даже городской думы. Тут, в принципе, любой человек может войти. Надо быть зарегистрированным или физлицом можно. Ну, могут и некоммерческие организации принять участие, тем более с 2021 года у нас Республика Саха-Якутия вошла в качестве пилотного проекта наряду с 5 субъектами Российской Федерации. Это конкретно именно по участию в инклюзивных проектах. Ну, то есть это получение разрешения на конкретно именно на участие для некоммерческих организаций, в первую очередь это касается общественных организаций инвалидов, чтобы можно было, например, тем же общественным пространством обеспечить доступ, по крайней мере, доступ к спортивным состязаниям, к спортивным объектам, культурным объектам. Поэтому здесь в 2021 году у нас на территории Республики Саха-Якутия конкретно пилотный проект участвовал на территории 5 муниципальных образований Республики Саха-Якутия. И, соответственно, у нас, по крайней мере, несколько заявок уже точно прошли по итогам конкурса. Так, далее. Здесь у нас «Здравствуйте, благоустройство – это хорошо. Скажите, кому можно обратиться по поводу выезда за пределы Саха?» Моя мама, Колос Наталья Григорьевна, выезд стоит с 2016 года. Ну, это вопрос немножко не по теме. Вы это можете подать как свое заявление, как обращение гражданина. Это по городу Ленску. Соответственно, я просто могу указать, у нас есть официальный сайт Министерства финансов Республики Саха-Якутия, куда вы можете обратиться с письменным обращением. Далее. В этом году в связи с такой ситуацией в стране в мире программа не будет сокращена? Нет, программа не будет сокращена. Объем программы я уже отметил, это 500 миллионов рублей. Гаврил Ильич, сколько заявок поступило, из них сколько выиграло? Как я уже отметил, это было всего у нас 459 заявок, и, соответственно, количество заявок, которые выиграли, это 327 заявок. Очень интересный и полезный проект
родные города и села, спасибо большое. Будет ли продолжен? Надеемся, что они сократят финансирование. Ну да, здесь и главы муниципальных образований, и депутаты Государственного собрания ОТМ, депутаты районных советов, областных собраний, они тоже ставят вопрос об увеличении финансирования программы хотя бы до 700 миллионов рублей. Или будет перенастроено. Но тут может быть, конечно, в свете последних событий, видоизменения, реализация программы может быть. Но, по крайней мере, те предложения, которые поступают и от населения, от глав муниципальных образований, глав муниципальных районов, депутатов Госсобрания УТМН и депутатов наследных, поселковых, районных советов, мы стараемся, по крайней мере, стараемся все рассмотреть. Так. Здесь больше заявок, по-моему, нет. Всем вопросам. Очень познавательно. А есть ли подобные проекты в других городах и как на их фоне выделяется наша республика? Ну, наша республика, как я уже сказал, с 2017 года работает, а эта программа в целом реализуется на всей территории Российской Федерации. И получается, в ней участвует порядка 60 регионов Российской Федерации. Ну а то, что касается вот именно конкретно вопрос, который касается участия по инклюзивности, то это в 2021 году было конкретно применено только к 5 пилотным субъектам Российской Федерации, в числе которых и Республика Саха-Якутия. Здесь бы еще хотел отметить то, что у нас действительно оценивается, самое главное, это участие населения, активное участие населения в подготовке проектов на реализацию, на участие в программе по поддержке местных инициатив. Но тут же помимо этого учитывается и участие предпринимателей, это вклад муниципального образования, именно конкретно участие бюджета поселения в реализации этой программы. Но здесь бы хотел отметить то, что там не только бюджет поселения, который конкретно будет задействован в совместной реализации этого проекта наряду с субсидией из республиканского бюджета, но здесь и применяется и вклад предпринимателей, вклад не только в денежной форме, но и вклад населения именно в такой форме, как участие в работах. Субботники, которые проводит население, которые, кстати, на территории нашей республики проводятся очень активно, они тоже засчитываются. А в целом, вот если так посчитать, по нашим подсчетам, получается, для реализации этой программы, это помимо 500 миллионов рублей, выделенных из республиканского бюджета, будет еще привлечено 219 миллионов рублей. Это и средства местного бюджета, и помимо этого средства предпринимателей, которые будут точно так же задействованы в реализации проектов программы поддержки местных инициатив. Но еще бы хотел отметить то, что у нас синхронизация идет с проектом «Это 1000 дворов на Дальнем Востоке». Это федеральный проект, и вот 15 проектов у нас прошли синхронизацию совместно с этими федеральным проектом. Это конкретно муниципальное образование, которое подавали свои заявки, они все прошли конкурсный отбор, синхронизацию. И там не только город Якутский, поселок Житай, но и сельские поселения. Но приоритет, конечно, там у нас еще помимо этого отдается это тем населенным пунктам муниципального образования, на территории которого будут проходить общереспубликанские крупные мероприятия, типа Саха-Ланхо, Спартакиада народов Республики Саха-Якутия или спортивные игры народов Республики Саха-Якутия, ну и игры Манчара. Поэтому это тоже все учитывается. Приоритет отдается, соответственно, тем населенным пунктам, заявкам тех муниципальных образований, которые будут конкретно задействованы в реализации данных мероприятий. Кто контролирует повышение цен в муниципальных районах? Но у нас уже создано тарифное агентство на территории Республики Саха-Якутия, и в каждом муниципальном районе есть специалист тарифного агентства, который уполномочен конкретно именно на реализацию данной работы. Кто контролирует повышение цен в муниципальных районах? Ну, я уже ответил на этот вопрос.
Так, читал СМИ, столько красных проектов, оказывается, реализуется. В этом году связано со столетием ЕСР? Да, в этом году как раз вот именно заявки, которые подавались на участие в данной программе, они многие связаны именно с проведением мероприятий к столетию с момента образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Расскажите, как распределяют средства между районами. Ну, тут у нас конкретно между районами нету. Все конкретно определяется по именно по подготовленности заявки. Так, следующий вопрос. Арктика задействована в программе? Да, как я уже отметил, Арктика задействована. И, кстати, очень активно участвует в последние годы. В этом году у нас по посеянию арктической зоны Республики Саха-Якутия было подано, как я уже сказал, 76 заявок. Гаврилович, какие муниципальные образования вы выделили, где больше всего активностей? Ну, здесь я бы хотел отметить, что у нас все районы участвуют активно. Есть, конечно, несколько районов, которые, к сожалению, в последнее время снизили активность. Но здесь, понимаете, складывается очень много факторов. И человеческий фактор – это прежде всего. Тут где-то у нас, например, глава – это выборная должность. Соответственно, если раньше глава принимал активное участие, он поменялся, пришла новая команда, соответственно, тоже с этим, к сожалению, и такой фактор тоже есть. Ну и потом очень много все упирается в специалистов, которые готовят именно в первую очередь сами документы по заявке. А так в целом у нас все муниципальные образования Республики Саха-Якутия участвуют. Как я уже говорил, это порядка 80% муниципальных образований ежегодно принимают участие в реализации данной программы. Очень познавательно, а есть ли подобные проекты в других регионах и как на их фоне выделяется наша республика? Да, такие же аналогичные программы, она работает под кураторством Министерства финансов Российской Федерации и в других регионах Российской Федерации. И вот, как я уже говорил, это более 60 регионов участвуют в реализации данной программы поддержки местных инициатив. Это конкретно именно как общественные инициативы. В этом году в связи с такой ситуацией в стране и мире программа не будет сокращена? Нет, мы это уже повторно вопрос задали. Интересно, как нынче проходил конкурс проектов развития общественной инфраструктуры? Ну, я уже отметил, что у нас заседание комиссии состоялось в феврале месяце этого года. Ну и, соответственно, все заявки были рассмотрены. Проходной балл, если правильно отметить, по сравнению с прошлым годом, он увеличился. Если по первой группе мы ориентируемся, потому что там принимают участие больше всего муниципалитетов. Если он в прошлом году составлял 74,6 балла, то в этом году увеличился на 0,6 балла. Это практически стало 75,2. Поэтому, соответственно, конкуренция между муниципальными образованиями, она возросла. Если я хочу участвовать в программе, и что для этого надо, в первую очередь, куда подать заявку, у кого можно проконсультироваться. Но здесь бы я сразу посоветовал обратиться, если вы проживаете на территории городских округов города Якутск или поселок Жатай, вам надо будет обратиться, если либо в администрацию городского округа поселок Жатай, либо в близлежащую управу, на территории которого вы проживаете. А если вы проживаете в сельском населенном пункте или городском поселении на территории муниципального района, то надо будет обратиться именно конкретно в администрацию муниципального образования, на территории которого вы проживаете. Спасибо большое. Будет ли продолжена данная программа? Надеемся, что не сократят финансирование. Да, программа будет продолжена. Вышел указ Григорьева о запрете стимулирующих выплат. Это законно? Но я пока, по крайней мере, этого указа еще не читал. Но, по крайней мере, у нас ситуация на территории Республики Саха-Якутия по ковиду, она же продлена до 1 апреля 2022 года. Поэтому, по крайней мере, ситуация с коронавирусом, она далеко не ослабла. Хотя буквально сегодняшнего дня в городе Москве и Московской области уже подобные ограничения сняты, вплоть до ношения масок.
Георгий, какие муниципальные образования вы выделили, где активнее всего населения? Вот здесь почти все муниципальные образования можно выделить в нашей республике. Но очень хорошо участвуют некоторые районы, в которых целенаправленно ведется эта работа. Это у нас Мегино-Кангаласский, Ангинский, Ангаласский улуцы, город Якутск, поселок Джатай, который ежегодно готовит очень хорошие заявки по участию. Потом я отметил бы еще некоторые улусы. Это и Вильнюсская группа улусов, Сунтарский улус, которые очень грамотно подходят, и у них целенаправленно ведется работа, именно планомерная работа по созданию сети локальных водопроводов в каждом населенном пункте. Ну и, соответственно, там программа конкретно именно обеспечения пожарной безопасности. Ну, видимо, администрация района и лично глава района проводится работа по целенаправленному оснащению и администрации муниципальных образований специализированной техникой, ну и малочисленных пожарных частей. Льготное кредитование предпринимателям по каким критериям выдается и ставка какая? Ну, сейчас все прекрасно знаете, что и правительство Российской Федерации, и правительство нашей республики действительно проводят очень большую работу, конкретно именно в первую очередь, чтобы у нас население, и в первую очередь социально незащищенные слои были готовы к той ситуации, которая у нас сложилась. И в первую очередь это касается сохранения цен на продовольственные товары и товары первой необходимости. В этом отношении я просто хотел бы сказать, что тот комплекс мер, который подготовлен республикой, это быстрое решение. Сейчас прорабатывается вопрос именно конкретно по поддержке предпринимателей. В первую очередь это касается субсидирования процентной ставки через фонд поддержки предпринимательства. Ну и, соответственно, эта работа, она все будет проводиться Министерством предпринимательства. И для этого предпринимателю надо будет обратиться в Министерство предпринимательства, конкретно именно для получения разъяснений. Ставка, конечно, сейчас в последнее время у нас и Центробанком повышена. Сейчас уже учетная ставка Центробанка 20%. Ну и, соответственно, и правительство Российской Федерации, и правительство Республики Саха-Якутия ведет работу по сохранению льготных ставок для предпринимателей, которые в первую очередь обеспечивают завоз продовольственных товаров. Ну, это отдельно касается и Арктической группы улусов, где у нас завозом целенаправленных товаров первой необходимости и социально значимых продовольственных товаров занимается Якутопторг. Работа правительством в этом направлении проводится. И так. Это пошел опять вопрос по контролю цен на продукты питания муниципальных. Но я на него уже ответил. Ну и в целом хотел бы сказать, что программа поддержки местных инициатив, она все равно будет продолжена, поскольку это программа, которая конкретно именно помогает решить в первую очередь поселениям те вопросы, которые у них наиболее актуальны и наиболее злободневные. Потому что здесь получается это реальная возможность изменить ситуации на местах с помощью, во-первых, поддержки государства в лице правительства Республики Саха-Якутия, а во-вторых, это конкретно с самым активным участием населения. Республика у нас всегда отличалась активностью населения. И, соответственно, мы наглядно на реализации программы поддержки местных инициатив на территории республики наблюдаем это ежегодно. И те вопросы, которые намечают, вот как мы уже говорили по типологии, они прямо наглядно демонстрируют это. То, что, во-первых, у нас население очень активное, а во-вторых, это то, что население четко знает, какие проблемы актуальны в первую очередь. И решаются именно те вопросы, которые представляют наибольшую проблему для населения в настоящий момент. Здесь бы хотел отметить, что облик наших населенных пунктов на территории Республики Саха-Якутия, он кардинально изменился. Это именно после начала реализации данной программы.
Нету такого населенного пункта, в котором не было бы теперь уже конкретно именно благоустроено парка, спортивной площадки, детской площадки. Это теперь уже в республике норма. И это очень хорошо, что у нас меняются стандарты. В первую очередь именно стандарты населенным пунктам, расположенным в сельской местности. Люди видят, что можно сделать реально в течение 1 года. Здесь хотел бы отметить, что те предприниматели, которые, конечно, в этом году у нас цены повысятся. Вот буквально хотел бы сказать и для всех глав муниципальных образований, для депутатов, которые, может быть, сейчас смотрят и принимают участие конкретно именно в этом эфире, то, что у нас на следующей неделе буквально выйдет постановление правительства Республики Саха-Якутия. Ну и после этого в течение где-то буквально через неделю мы уже выпишем уведомление и доведем средства до муниципальных образований. А дальше уже вопрос станет за проведением аукционов на реализацию проекта в каждом населенном пункте по проекту. Поэтому надо будет отработать очень оперативно, с учетом роста цен на строительные товары. Надо будет поэтому отработать максимально быстро и очень оперативно, в сжатые сроки. Но, видимо, вопросов больше нету. Я поэтому последнюю фразу, которую именно произнес для муниципальных образований, адресована именно в первую очередь в качестве пояснения и реализации скорейшей. Ну и хотел бы поблагодарить всех телезрителей, которые приняли сегодня участие в прямом эфире. И хотел бы еще первый раз повторить то, что у нас, соответственно, имеется сайт Министерства финансов, куда вы можете обратиться, если у вас есть какие-то вопросы, либо конкретные пожелания и предложения по реализации программы поддержки местной инициативы. Всем спасибо за внимание. Вопросов, видимо, больше нет.